Доброе утро, дорогая республика! Как всегда, утро, 7 часов утра на телеканале Якутия-24 НВК СХ. Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Это «Утро Якутии», с вами я, Дарья Анкехова. Ну и как всегда, мы начинаем рабочую неделю вместе. Я думаю, что вам будет очень интересно с нами. Напоминаем вам о том, что у нас формат нашей программы – это семейное утро. То есть присоединяемся всей семьей, потому что есть интересные рубрики как для детей, так и для взрослых. Полезная информация как для маленьких, так и для больших. Поэтому будьте с нами, все самое интересное. Ну а самое главное, мы работаем в прямом эфире. А это значит, что у вас есть уникальная возможность стать участниками нашего эфира. Сегодня у нас будут очень интересные гости, и одному из них вы можете задать вопросы. Поэтому будьте внимательны, подписываемся на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране, сканируем QR-код, присоединяемся в нашу большую утреннюю семью. Ну а сейчас давайте поговорим на одну из очень актуальных новостей. Недавно губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что продажа алкоголя может ограничиться в будни 2 часами с 12 до 14. А в Госдуме задумывались о увеличении возрастного ограничения на продажу алкоголя, а именно хотят продавать алкоголь только лишь с 21 года. Что же думает об этом наш эксперт, узнаем прямо сейчас. На связи у нас председатель Якутского республиканского отделения общероссийской общественной организации «Общее дело», член Общественной палаты Республики Саха-Якутия Елена Калинина. Елена, доброе утро. Да, доброе утро. Здравствуйте. Ну, мы хотели с вами поговорить вот на такую очень актуальную тему сегодня. Да, как вы считаете, подобные ограничения возможны и произойдут ли они на территории нашей республики? Что я вообще хочу сказать? Конечно, они возможны, но я считаю, что они должны, конечно, активно проводиться параллельно с просветительскими мерами. Ну, потому что вот если мы приходим, к населению и просто сверху им навязываем ограничения, это, конечно, не всегда работает. Поэтому вот наш опыт республики, он очень ценен и востребован, да, для руководства и специалистов других регионов, потому что как раз он у нас здесь в республике реализовывался параллельно. У нас параллельно реализовывались антиалкогольные меры ограничительные, и у нас была просветительская работа. Вот поэтому в прошлом году мы, кстати, ездили и выступали перед правительством Вологодской области. Я думаю, это тоже сыграло какую-то лепту, внесло в принятие таких решений вот о нашем опыте. И мы показали о том, что действительно введение вот такой вот антиалкогольной политики, которая совмещает вот эти два направления, она дает очень хорошие результаты. Если мы возьмем, то большинство тяжких, особо тяжких преступлений, это убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, более чем 80% совершаются в состоянии алкогольного опьянения. И у нас, например, такие преступления уменьшились на 40%, да, если мы будем, например, брать 2016 года. Потом большая проблема у нас сегодня это демографическая. И тоже вклад в смертность мужчин трудоспособного возраста, именно алкоголь ассоциированных причин, порядка 70-75%. Именно трудоспособного возраста. То есть это мужчины в расцвете сил. И в концепции сокращения потребления алкоголя от 15 декабря 2023 года у нас прописана цифра, что у нас ежегодно от алкоголя ассоциированных причин умирает порядка 400 тысяч человек ежегодно. Вы представляете, это, это больше, чем город Якутск. Поэтому реализация всех этих мер, конечно, принесет свои полезные плоды. Но еще раз я говорю, что не знаю, насколько у них сейчас в Вологодской области именно реализуется просветительская работа, но это должно все идти, конечно, в комплексе. Иначе могут быть, немножко могут быть нехорошие причины, там и развитие бутлегерства такое, там нелегальный алкоголь и так далее. Скажите, а на ваш взгляд, все-таки важнее, допустим, даже у нас на территории республики ввести такое ограничение, как по продаже с 21 года, либо все-таки по временному промежутку с 12 до 14? Ну вот смотрите, у нас вот даже недавно было заседание межведомственной комиссии при правительстве Республики Саха-Якутия, и там озвучивалась цифра, что у нас количество употребления пива в республике увеличилось в 1,5 раза. И основная целевая аудитория, конечно, употребления пива – это молодежь. Поэтому, наверное, я бы ратовала в рамках сложившейся ситуации именно за увеличение все-таки возрастного ценза. Потому что до 21 года там еще не до конца сформирован головной мозг, еще проходит физиологическое формирование половой системы.
И если мы посмотрим статистику, да, например, смертность мужчин, мы все знаем, что у нас мужчин больше рождается, и вот в 19 лет, это вот год уже, когда ну, официально разрешено употребление алкоголя, идет невероятный всплеск смертности. И как раз напрямую он зависим от, к сожалению, алкоголя ассоциированных причин. Поэтому, чтобы сохранить молодежь, конечно, я бы, наверное, вот здесь бы Здесь сделала поработали, да? Ну и, соответственно, что мы, как граждане, можем сделать вот в целях просветительской работы, помимо того, что вот через средства массовой информации предупреждать людей об опасности? Но мне кажется, это уже ни для кого не секрет, да, что алкоголь это не есть хорошо, но какие-то, допустим, может быть, мероприятия в рамках семьи, может быть, вместе с руководством республики? Ну, во-первых, я бы, конечно, Сейчас немножко она затихла, у нас такая просветительская работа. Конечно, масштабную просветительскую работу, в первую очередь направленную для молодежи. А то, что в рамках семьи можно, ну, есть у нас замечательные фильмы общего дела, которые такие профилактического характера, очень здоровские. Я бы посмотрела с семьей, именно посадила подростка, и вместе с семьей посмотрели бы фильмы, обсудили. Они все находятся в открытом доступе, общее дело.рф, там все фильмы, они абсолютно бесплатно для всех, поэтому можно прививать уже с таким замечательным контентом детям именно ценность трезвого образа жизни. Спасибо большое за такую полезную информацию. Мы надеемся, что, конечно, количество пьющих и выпивающих людей сократится, ну и мы думаем, что руководство нашей страны и нашей республики, в частности, будет очень активно работать на эту тему. Спасибо вам большое, хорошего рабочего дня. Да, вам тоже. Итак, а мы продолжаем наш утренний эфир. Ну и, конечно, главным вопросом любого утра, какая же погода у нас за окном. Температура воздуха на 6 часов утра в центральных районах была на отметке минус 28 градусов. В Заречной группе 18-28 ниже 0. В южных 14-15 со знаком минус. В Вилюйской 16-20, Нижнеленских до минус 25. В западных 15-24. В Колымын-Дигирской группе Улусов 13-26 ниже 0, в Янских до минус 38. На северо-западе 18-32 градуса ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 20 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер переменный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 17 градусов. Ну а сейчас самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. 4 района Якутии вошли в зону падения обломков ракеты «Союз-2». Запуск произведут сегодня, 5 ноября, в 8 утра по местному времени. Части ракеты упадут в Алданском, Алекминском, Вилюйском и Верхневилюйском районах. Якутские спасатели уже выехали в Алданский и Вилюйский районы для обеспечения безопасности. В этот день, по их словам, лучше воздержаться от посещения лесов и не покидать населенные пункты. Цены на красную икру в России активно растут в четвертом квартале, что обусловлено высоким спросом на нее в преддверии Нового года. Однако, если в прошлые годы цены после праздников шли на убыль, то в этот раз такая ситуация вряд ли возможна, говорят эксперты. Они отмечают, что потребление красной икры отражает характерный сезонный спрос, приходящийся на четвертый квартал и в особенности на декабрь. Помимо сезонных, есть и другие причины подорожания икры, отмечают эксперты. В первую очередь, это снижение вылова лососевых на Дальнем Востоке до многолетних минимумов. Федеральный просветительский марафон «Знания. Первые» прошел в Якутске в культурном центре «Сергелевские огни» в День народного единства. Программа в Якутске была запланирована в течение одного дня, и впервые проект одновременно прошел во всех федеральных округах страны. Лейтмотивом выступлений и спикеров стал образ России будущего. Это мероприятие – флагманский проект Российского общества знания. Главная площадка страны для открытой дискуссии молодежи с выдающимися людьми, которые готовы делиться опытом, вдохновляя новое поколение на самореализацию. Цели и задачи сегодняшнего марафона – это показать, донести до представителей нашей молодежи, для студентов то, что каким мы видим
каким видят наши спикеры, наше руководство нашей страны, каким видят Россию будущего. Сегодня у нас в гостях известные актеры, спортсмены, блогеры, деятели культуры, такие как Вик Уайлд, олимпийский чемпион двукратный. Алексей Чадов к нам приедет. Мы еще ожидаем еще одного нашего спикера, это летчик-космонавт Сергей Рязанский. В рамках второго республиканского антифашистского форума в музейном комплексе «Россия. Моя история» провели тематические выставки для участников СВО. Программа включала посещение двух значимых выставок. Это «Россия в борьбе с современным фашизмом» и «Без срока давности». Экскурсия представила уникальную возможность ознакомиться с важными аспектами борьбы России с фашизмом и экстремизмом в современном мире. Посетители узнали о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны и в наши дни. Выставку посетил и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военной и политической работе, начальник военно-политического управления генерал-лейтенант Роман Греков. Форум проводится второй раз. Да, но безусловно, это важно. Это вещи, которые живут с нами. Память о той войне, память о тех преступлениях. К сожалению, так сложилась жизнь, что эта тема осталась актуальной до наших сегодняшних дней. Поэтому 8 тысяч ваших соотечественников, даже более 8 тысяч, принимают участие в специальной военной операции, цели и задачи которой, одна из которых также денацификация. То есть эта тема актуальна на сегодняшний день. И то, что уделяется такое внимание в республике в рамках антифашистского форума, это абсолютно правильно. Технический директор сервиса Powerbank МТС Юрент Илья Казаков назвал приложение смартфонов, из-за которых очень быстро разряжается. По его словам, в первую очередь беспощадно пожирают заряд аккумулятора социальной сети, платформы, которые позволяют пользователям взаимодействовать с помощью постов, фото, видео и сообщений. Такие приложения работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления, а на это уходит слишком много энергии. Поэтому загрузка медиафайлов, постоянное обновление и фоновые процессы делают соцсети одними из главных пожирателей батареи, пояснил Казаков. Он рекомендовал отключить фоновые обновления и уведомления. Также быстро разряжают батарею приложения с GPS-навигацией в реальном времени. Они запускают фоновые процессы для обновления карт и данных о дорожном движении. На календаре 5 ноября. Давайте же узнаем, какие даты и события произошли в этот день. На календаре 5 ноября. День военного разведчика в России, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. По народному календарю в этот день отмечается память одного из апостолов от 70, Иакова-младшего, прозванного братом Господним. На Якова и Иакова старались закончить заготовку дров на зиму. Считалось, что если успеть сделать это вовремя, то в доме всегда будет тепло. Яков считался также покровителем любой мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день. Так крестьяне делали гужи из сыромятной кожи, проверяли конскую сбрую. Этот день в истории. 1854. Произошло Инкерманское сражение во время Крымской войны. 1929. В Москве открылся первый в СССР планетарий. 1940. Рузвельт одержал победу в третьей президентской гонке в США. 1957. В Болгарии открыт памятник советским воинам-освободителям, знаменитый Алеша. 1967. День рождения Останкинской телебашни. В этот день родились Кузьма Петров-Водкин, русский живописец, символист, график, теоретик искусства, педагог. Вивьен Ли, английская актриса, обладательница 2 Оскаров. Кира Муратова, советский и украинский режиссер и сценарист. Джо Дассен, французский певец, композитор и музыкант американского происхождения. Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Ефросиния, Емельян, Иван, Игнатий, Максим, Николай, Петр и Яков.
Указом президента России 2024 год объявлен годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. В число мероприятий, направленных на улучшение здоровья взрослых и детей, входит оценка репродуктивного здоровья. Рассказать, какие мероприятия проходят по этой теме, к нам пришла врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сарглана Лиханова. Сарглана Николаевна, доброе утро. Здравствуйте. Но для начала давайте расскажем, что же такое ДОРС. Вообще, аббревиатуру понятно, как расшифровать, да, ну а что она под собой означает? Вы вот сейчас вот сказали как раз, что 2024 год объявлен годом здоровья указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным. И, соответственно, в число мероприятий, направленных на оценку здоровья взрослого и детского населения, ну и семьи в целом, также входит и репродуктивное здоровье мужчин и женщин. С этого года как раз вот появилось такое направление, как диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Сокращенно называется ДОРС. Да. Да. С какой целью мы все-таки проводим подобную диспансеризацию? Эта диспансеризация проводится с целью выявления различных заболеваний или патологических состояний, которые влияют на ход беременности, на саму беременность и роды, и также послеродовый период. Ну и, конечно же, направлена на устранение различных патологических состояний, которые приводят к бесплодию. Поскольку по показателям Российской Федерации демографические показатели на достаточно низком уровне, конечно же, с этой целью и создана вот эта диспансеризация и включена именно с этого года. Ну и как любая другая диспансеризация, наверное, необходимо соблюдать какие-то определенные, да, моменты, то есть это год рождения, да, то есть мы должны стоять в очереди, ждать своего года рождения, или как проходит этот процесс? Здесь не нужно ничего ждать, можно любому гражданину записаться через горячую линию 122, горячая линия Минздрава. И, соответственно, в рамках бесплатного оказания медицинской помощи каждый гражданин, мужчина это или женщина, начиная с 18 лет, может пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья совершенно бесплатно. По месту жительства? По месту жительства, да. Поликлиники. Да, совершенно верно. То есть определенный какой-то центр посещать не надо, это все в рамках поликлиники? Нет, да, все верно. Можно посетить и пройти в поликлиниках. А что входит в перечень исследований, если мы говорим конкретно про женское здоровье? Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья для женщин, так же как и ежегодная диспансеризация, поделена на 2 этапа. И в рамках первого этапа входят такие исследования, как осмотр акушера-гинеколога, микроскопическое исследование мазков шейки матки, на цитологическое исследование также берется мазок, и осмотр, пальпация молочной железы. И самое главное, конечно, это то, что вошло достаточно такой дорогостоящий, как раньше это можно было платно пройти, а сейчас это бесплатно. Анализ на инфекционные заболевания называется ПЦР-анализ для женщин с 18 до 49 лет. На разных этапах проводится вот это вот исследование. То есть раньше ПЦР это была лишь платная услуга, да? Да. То сейчас это можно получить в рамках диспансеризации бесплатно. Да, совершенно верно. А что касаемо мужского здоровья? У мужчин также поделено на 2 этапа. И в рамках первого этапа мужчина, соответственно, проходит консультацию у уролога либо хирурга. И по медицинским показаниям он направляется в дальнейшем на 2-й этап, где проходит УЗИ предстательной железы и также ПЦР-анализы на различные инфекционные заболевания, в том числе и заболевания, передающиеся половым путем. А также еще включена во 2-й этап по медицинским показаниям это спермограмма. Да. То есть, в принципе, было бы желание, главное прийти, записаться и посетить специалистов, верно? Да, совершенно верно. А есть ли у нас какие-то затруднения с очередями, допустим, да? Потому что мы же знаем, что поликлиники зачастую, да, работают в таком очень сложном режиме, и не всегда возможно попасть к специалисту. Здесь как? Придется этот
эту диспансеризацию растягивать на месяцы, или все-таки мы были готовы к этому? Конечно, к этому мы были готовы. Все обязательно, конечно, распланировано. Можно позвонить спокойно, записаться и в порядке очереди по времени подойти в поликлинику и пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. Светлана Николаевна, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Ваши пожелания нашим телезрителям? Я всем желаю крепкого здоровья, здоровья вашим близким и родным. Берегите своих детей. И для того, чтобы наши дети рождались здоровыми, всем настоятельно рекомендую проходить диспансеризацию, профилактические медицинские осмотры, а также диспансеризацию по репродуктивному здоровью. Ну что, дорогие телезрители, если у вас есть вопрос к нашему гостю по теме репродуктивного здоровья, да, и в целях именно профилактики и диспансеризации, звоните нам. Номер телефона вы видите прямо сейчас на экране вашего телевизора. Итак, еще раз, если у вас остался какой-то вопрос, либо вы что-то упустили в течение нашего прямого эфира, звоните прямо сейчас. Напоминаю вам о том, что с 7 до 8 часов утра мы работаем в прямом эфире, а с 8 до 9 часов утра мы работаем в повторе. То есть вы, если вдруг захотите позвонить нам с 8 до 9, к сожалению, это уже идет повтор нашего эфира. Поэтому шанс есть здесь и сейчас, в это время. Светлана Николаевна, а если говорить о том, как часто нужно проходить эту диспансеризацию? Эту диспансеризацию нужно проходить ежегодно. Рекомендуется проходить 1 раз в год, ежегодно. Начиная с 18 лет? Начиная с 18 лет, да. До 49 лет, с 18 лет, совершенно любой гражданин Российской Федерации, мужчина и женщина, могут пройти диспансеризацию. Даже нужно пройти. Нужно, диспансеризацию. обязательно, да, нужно. Не Потому поленитесь, что, да? Да, потому что каждый уважающий себя человек должен знать о своем репродуктивном здоровье. Так, ну что, дорогие телезрители, присоединяемся к нашему разговору. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, ждем ваши вопросы. Светлана Николаевна, а если говорить о более таких самых популярных, да, или самых часто встречаемых вопросах, с которыми обращаются люди, когда приходят на диспансеризацию? Ну, значит, это могут быть такие, ну, вот вопросы, допустим, что еще дополнительно входит, что можно еще пройти в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья. Ну, вот на втором этапе, например, да, женщины могут пройти УЗИ малого таза по медицинским показаниям, УЗИ молочной железы, если врач-гинеколог на первом этапе выявляет какие-то отклонения. Вот поэтому это все можно пройти в рамках диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья. Совершенно бесплатно. Самое главное, что бесплатно. Даже те анализы, которые раньше были только как платная услуга, сегодня доступны. Да, это все можно пройти в рамках диспансеризации. Итак, дорогие телезрители, мы продублировали номер телефона у нас в телеграм-канале. Обязательно сохраните этот номер, потому что он у нас постоянный. В течение всех наших эфиров мы очень рады будем обратной связи. Если вдруг вы прямо в эфире захотите задать вопрос кому-то из наших гостей, мы всегда будем рады. Ну а мы, Светлана Николаевна, благодарим вас за полезную информацию. Напоминаем всем, что диспансеризация важна. Не надо ждать определенного времени, да? Лучше позаботиться обо всем заранее. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы желаем вам в первую очередь здоровья также и хорошего рабочего дня. Спасибо. Спасибо. Конечно, дети – это наше будущее, а здоровые дети – это лучшее будущее. Сон – это важное с точки зрения физиологии состояние организма, во время которого идет восстановление наших сил, выработка гормонов, усваивание мозгом информации, которую мы получили в течение предыдущего дня. Разбудить ребенка для сбора в детский сад или школу – проблема для многих родителей. Но ситуацию можно исправить, если подойти к этому правильно. Если разбудить ребенка правильно, то это залог того, что ребенок будет в хорошем настроении. И тогда больше вероятность того, что в садике он останется уже с большим удовольствием. Как же все-таки разбудить ребенка для того, чтобы у него было хорошее настроение на весь день? Нельзя резко включать яркий свет. Для начала можно открыть окно, потом уже включить свет в комнате. Ребенка будет не будильник, ребенка будет мама, и это очень важно.
Сначала нужно разбудить именно тело ребенка, да, для того, чтобы нервная система была подготовлена. Для этого мы осторожно массируем ему спинку, делаем массаж ножек, делаем массаж ручек, говорим хорошие слова, называем его ласково, как вы привыкли называть своего малыша. И тогда постепенно ребенок просыпается. В идеале у родителей должно быть минут 10-20 в запасе для того, чтобы спокойно разбудить ребенка. Потому что ребенок может немножко покапризничать, ребенок может захотеть немножко полежать рядом с мамой. Очень важно маме или папе напитать ребенка любовью перед тем, как они на 10-11 часов расстанутся в то время, когда ребенок будет в садике. Очень хорошим способом для того, чтобы разогреть кровеносную систему, разбудить ребенка, являются именно вот массажные коврики. То есть ребенок походил по ним, размял свои ножки, разбудил все точки, которые у него находятся на ножках, да, и, соответственно, ребенок уже становится более бодрым. Если разбудить ребенка правильно, то он будет в хорошем настроении весь день. Это залог того, что вы спокойно отведете ребенка в детский сад, и в детском садике он останется с большим удовольствием. Любовь к спорту и активному образу жизни нужно прививать с детства. На прошлой неделе вместе с воспитанниками спортивного танцевального клуба по парам мы с вами выполняли танцевальную разминку. И в этот раз с ними же предлагаем разучить движения популярного танца ча-ча-ча. Сегодня мы потанцуем с вами танец ча-ча-ча. Для начала руки убрали на пояс, одну коленочку согнули, одну выпрямили и меняем ножки на месте. На каждый счет один шаг на месте. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Ручки поставили в стороны. Шагаем на месте. Кисти поднимаем вверх. Шагаем. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Раз, 2. Раз. Меняем направление кисти. Одну вверх, одну вниз. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3. Чуть быстрее. Хорошо, закончили. Итак, приготовили одну ногу. В сторону шагаем приставные шаги. Шаг, подставка, шаг. И 2 раза ноги меняем на месте. В другую сторону приставной шаг. 1 раз поменять ноги на месте. Приставные шаги на месте. Приставные шаги на месте. И попробуем сделать это в музыку быстро. Раз, 2, 3. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча. 2, 3. Ча-ча-ча. 2, 3, ча-ча-ча. Ча-ча-ча. Хорошо. Мы сегодня с вами потанцевали танец ча-ча-ча. Желаю всем сегодня прекрасного дня. До свидания. Мы не перестаем удивляться тому, сколько у нас талантливых детей. Вам наверняка знакома фраза «талант – это всего лишь 10% одаренности, а 90% – это труд». Эту истину подтверждают все выдающие гении современности. В своих биографиях они часто упоминали, что не достигли бы высот, если бы каждодневно не учились и не развивали свой талант. В нашей следующей рубрике ребята развивают свои таланты в сфере журналистики. День тренера – праздник, посвященный людям, которые играют ключевую роль в жизни каждого спортсмена. В этот праздник чествуют всех, кто посвятил себя подготовке чемпионов, призеров и просто людей, желающих заниматься спортом. Для Вадима Цыкунова обучение детей стало частью его жизни, как и занятие хоккеем. А в спорт он пришел еще в 6 лет. Поздравляю вас с Днем тренера! Каково быть тренером? Спасибо большое. Ну, тренер – это такая профессия, которая, как, наверное, каждый родитель воспитывает своих детей.
Мы набираем детей с младшего возраста и смотрим с каждым годом, как они растут, как они развиваются, как они ведут себя в обычной жизни, как ведут себя на площадке. Игра на поле всегда оставляет волнительное ощущение, но для юных спортсменов это возможность не только показать свою командную работу, но также личные успехи, которыми они обязаны упорным тренировкам и своим спортивным учителям. Расскажи о хоккее, как ты в него зашел? Я пришел на хоккей в 4 года. Я хотел научиться на коньках, а потом как-то все само вошло в хоккей. Я к тренеру отношусь очень хорошо. Тренировки даются бывает легко, бывает тяжело. Этот неофициальный праздник напоминает, что без поддержки тренера спортсмен не смог бы покорить все вершины. В хоккее роль тренера особенно важна. Он формирует не только выносливость, но еще и храбрость, характер, волю победы и победу. Впереди у детей множество самых разных соревнований, где, конечно, будут и взлеты, и падения. Вот и прошедший турнир стал одним из маленьких шагов к большим победам. Екатерина Янушевская, Иван Царикоумов, Якутск. Наверное, многие из нас в детстве ставили различные эксперименты, которые расширяли наш кругозор. Один из примеров. Можно ли посадить семечко из съеденного яблока? И что из этого получится? Ответы получим из нашей постоянной рубрики «Сад-огород». Доброе утро! Сегодня в нашей рубрике растения, которые можно посадить из семечек. Вот маракуйя. Он посажен в этом году. Он может расти до 3 лет, но плодоносить, вероятнее всего, он не будет. И авокадо, который мы все очень любим, и можно его из косточки посадить, да? Но, скорее всего, тоже он не будет так долго расти, и где-то плодоносить тоже он не будет. Также можно посадить яблони, яблоко из семечек яблони. Ну, а плодоносить будет у нас гранат. Комнатный гранат, он плодоносит и цветет. Яблони можно посадить из семян, но тоже всходят только определенные сорта. Очень долго его можно замачивать, его надо скарифицировать и долго ждать, когда он взойдет. Бывает, что авокадо быстро всходит. Его можно посадить в воду положить, и уже корни пойдут. Можно в землю, обычную землю, ну и ждать. Достаточно он быстро идет. Попробуйте посадить яблоню или манго у себя на подоконнике. Это реально. А если у вас уже есть такое растение, а возможно оно еще и плодоносит, смело отправляйте нам фото вашего прекрасного растения. Телеграм-канал РАД работает 24/7, и мы с удовольствием покажем ваше деревце в прямом эфире программы «Утро Якутии». Будем любоваться вместе. Ну а сейчас перенесемся в город Нерингри, в частности, в Музей истории освоения Южной Якутии, где в эти дни проходит очень интересная и насыщенная программа. Традиционно ко Дню города Нерингринский музей истории освоения Южной Якутии готовит мероприятия для посетителей всех возрастов. В этом году для всех желающих подготовлена выставка «Нерингри. Чудо таежное», а также разработаны 3 вида квестов «Я знаю свой город». Перед сотрудниками Нерингринского музея всегда стоит очень много разных задач. Среди них популяризация музея, сделать активным посещение музея всеми возрастными категориями. В преддверии праздника Дня города мы всегда стараемся вводить новые формы работы с посетителями. В этом году мы придумали квесты для детей,
музейные игровые квесты для 3 видов, да, с 1 по 4 классы, с 5 по 7 классы и для более старших школьников. Ребята с большим удовольствием выполняли задания в процессе, узнавая много интересного о родном городе и людях, внесших вклад в основание и развитие Нерюнгри. Ну, мне нравится то, что это музей, тут все интересно так, вопросы тоже интересные, сложные, правда. Мне понравился квест, потому что я узнал очень много о городе, где интересные места, какие у нас есть достопримечательности. Сегодня я пошла в музей с классом, мне тут очень понравилось, потому что тут есть очень много всяких разных вещей, атмосфера, разные животные. Я узнала то, что раньше я путала, как называется река Чульманка или Чульман. Сейчас я знаю Чульман. Понравилось, конечно. То, что насчет самого яркого момента, это второе там, где надо было перемещать листочки к памятникам. Квест позволил участникам не только узнать больше о Нерюнгри, но и весело провести время в компании друзей. Организаторы уверены, что подобные мероприятия станут традицией и будут способствовать популяризации истории и культуры Южной Якутии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Из музея в городе Нерюнгри отправляемся в Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия. Ведь это кладезь, это ларец, который содержит множество драгоценных знаний, обрамленных книжные переплеты по всевозможным жизненным темам. Библиотека – это не только хранилище, это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Не знаете, что выбрать для чтения? Тогда наша рубрика будет вам в помощь. Пожалуйста, ваши книги, приятного чтения, приходите еще. А для вас, дорогие телезрители, я подготовила книгу, расскажу сегодня о ней. Это автобиография Квентина Тарантино. Написал ее автор Том Шон. Называется она «Тарантино. От криминального и омерзительного. Все грани режиссера». В этой книге вся атмосфера вселенной Тарантино передана максимально. Это настоящий подарок для всех фанатов творчества режиссера, а также она, несомненно, будет интересна и для широкой аудитории. В этой книге рассказывается о творческом пути Тарантино, о том, как он пришел к успеху. Подробно описывается работа над каждым его фильмом, от первой короткометражки до «Однажды в Голливуде». Раскрываются ранее неизвестные детали. Том Шон лично встретился с Тарантино, беседовал с его коллегами, друзьями, разыскал множество архивных фотографий со съемок. Здесь представлено более 250 качественных фотографий, что помогает нам окунуться в мир культовых фильмов и прочувствовать его. Книга рассказана хорошим, увлекательным языком, выполнена из глянцевой бумаги, из твердого переплета. Ну, в общем-то, Квентин Тарантино не нуждается в особом представлении. Это один из талантливых и неординарных режиссеров индустрии. Его именем называются рестораны, ТВ-шоу. Его образ, как и он сам, является мифом, да, неотъемлемой частью культуры. Его режиссерский стиль уникален, а каждый фильм мгновенно становится культовым. Ну и, в общем-то, хотелось бы закончить свою рекомендацию его цитатой, которая звучит так. «Я чувствую себя дирижером, у которого вместо музыкальных инструментов чувство зрителей». Я желаю вам приятного времяпрепровождения за чтением этой прекрасной автобиографии. И хотелось бы отметить, что в нашем фонде множество автобиографий интересных личностей от Эльдара Рязанова до Месси. Сегодня 5 ноября, и в этот день отмечается день рождения телебашни. В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки. И уже 5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию. В этот день вошла в строй первая очередь телецентра. Останкинская телебашня начала трансляцию в эфир 4 телевизионных и 3 радиовещательных программ.
Это было второе по высоте сооружение в мире после СНТР в Торонто и самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе. Общая высота Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра находится ресторан «Седьмое небо», который занимает 3 этажа. Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершает полный оборот вокруг своей оси. Создатели башни предрекали ей всего лишь 300 лет жизни. Однако ее не обошли стороной и невзгоды. Она переживала 2 урагана, а также перенесла пожар 27 августа 2000 года, который нанес ей колоссальный ущерб. По состоянию на 2024 год телебашня – это 15-е по высоте сооружение из каких-либо существовавших, а также высочайшее сооружение в Европе и в России. Ну а сейчас о новостях, которые произошли на территории республики за ее пределами, расскажут наши коллеги. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Якутию прилетел генерал-лейтенант Роман Греков в рамках 2-го республиканского антифашистского форума, который пройдет в столице. Кроме этого, с рабочим визитом он посетил организации, которые помогают участникам СВО. В Якутии работают общественные движения, которые изготавливают одежду для бойцов якутян, плетут маскировочные сети, а также отправляют необходимую гуманитарную помощь. В зону СВО направляется всевозможная техника, в особенности машины высокой проходимости. Одна из таких – квадроциклы «Сокол». Всего их было уже направлено более 210 экземпляров. В Якутии также проходят обучение и будущие операторы дронов, наглядно изучая конструкцию аппаратов и тренируясь в полете на специальных симуляторах. Огромные слова искренней признательности и благодарности за такую работу. Работают на принципах волонтерства безвозмездно. Вот, с искренней верой, что их работа нужна, это действительно так. Мы получаем у бойца, уже одетого по военным стандартам, военнослужащего, это дополнительная мотивация, это вера в то, что сшитая руками женщин Якутии одежда носит еще и дополнительный, помимо мотивационного, еще и характер веры. Представлен цех производства машин якутского производства под названием «Сокол». Данная машина нам знакома. Огромное спасибо тому техническому персоналу, инженерам, руководству данного предприятия, которое оказалось способным, и тут надо отдельное слово благодарность сказать руководству республики, в такой кратчайший срок перепрофилировать производство, понять и оценить востребованность ее на фронте, и организовать своевременную поставку, также и обслуживание. Авиакомпании будут предоставлять данные о расходе топлива на международных рейсах, на основе которых будет рассчитан объем выбросов СО2, рассказал эксперт рабочих групп по топливу Алексей Ахапкин. По его оценке, в 2027 году превышение базового уровня общемировой эмиссии СО2 международной и гражданской авиации составит около 40 миллионов тонн, то есть 11%. Российские авиакомпании должны будут компенсировать примерно 750 тысяч тонн выбросов СО2. В любом случае, это приведет к повышению стоимости международных авиаперевозок. По подсчетам Ахапкина, на 9% в 2030 и на 21% в 2035 году. Первый вице-премьер Якутии Джулустан Борисов провел совещание по вопросу рассмотрения текущей финансово-хозяйственной деятельности ФПК «Сахабулт». На сегодняшний день достигнуты первые результаты, реструктуризированы задолженности по налогам и сборам. Впервые с 2018 года разблокированы счета «Сахабулт». Проведена ревизия, оптимизированы ежемесячные затраты. Согласно новой стратегии развития предприятиям планируется расширение ассортимента, развитие экспортного потенциала, усиление онлайн-продаж, партнерства и коллаборации, развитие экотрендов. Среди стратегических целей – создание высококачественной, конкурентоспособной, востребованной продукции легкой промышленности, которая отвечает всем требованиям современного потребителя Якутии. В рамках празднования 75-летия со дня рождения олимпийского чемпиона, выдающегося спортивного и общественного деятеля Романа Дмитриева, в Якутске состоялось долгожданное открытие набережной его имени. Реконструкция проводилась в рамках мастер-плана Якутска. На ней полностью заменили тротуарную плитку, обновили ограждение, установили амфитеатры со скамейками и уличными тренажерами.
достичь такого же. Особый объект, во-первых, это объект, который построен в рамках мастер-планов городской агломерации город Якутск. Это программа, которая утверждена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ему лично докладывал наш глава Исен Сергеевич Николаев. Этот мастер-план был утвержден президентом, и этот объект – это один из таких, ну, наверное, самых долгожданных для жителей Якутска. Своих не бросаем. Под таким девизом в Мирном прошел концерт в поддержку участников специальной военной операции. Театрально-благотворительный вечер провели волонтеры «Мы вместе». Акцию посвятили Дню народного единства. Среди гостей вечера были жители города, солдаты и их родители. Вырученные от продажи билетов средства направят волонтерским штабам Мирнинского района. Так они смогут купить необходимые материалы, нужные солдатам. Все жители откликнулись. Концертные номера – это наши мирнинские ребята. Параллельно у нас прошла ярмарка продажа, мастер-классы по плетению сетей, пошиву специальных средств для передачи для фронта. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. В Якутске в спорткомплексе «Триумф» 20 октября завершились 15-й международный турнир по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина. Мы увидели достойные финальные схватки от звезд борьбы. Это чемпионы мира, Европы, Азии, участники Олимпийских игр. Оспорили звания победителей. Зал был полным. Это был праздник для любителей вольной борьбы. Кроме этого, внимание и восхищение зрителей вызвали наши красавицы-судьи, которых мы сегодня пригласили в студию. Это тренер-преподаватель по вольной борьбе ДЮСШ номер 3, судья всероссийской категории, мастер спорта Российской Федерации Виктория Барашкова и судья первой категории Ксения Альханова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, будет сразу к Виктории, потому что вы у нас являетесь более таким титулованным спортсменом, да? Расскажите, почему выбрали вольную борьбу? Это началось все с детства. Я смотрела, у нас в детстве всегда было на стене, наверху висели медальки. Это завоеванные отца. И я всегда смотрела и хотела тоже такие блестяшки. Для меня маленькой казалось, что это очень красиво. Ну и когда мы переехали в город, мои братья занимались вольной борьбой, и они тоже привозили с собой медали. И я очень хотела, и это была моя детская мечта. Но вы занимались вольной борьбой, да, правильно? Да. Здорово. Хорошо. А Ксения как пришла в этот спорт? У меня сначала сестра старшая пошла, всегда привозила какие-то призы, я всегда тоже хотела. И сразу пошла за ней, сразу понравилось и осталась. Ну, одно дело заниматься спортом в детстве, в студенчестве, другое дело выбрать это в качестве своей профессии, да? Вот как начиналась ваша судейская карьера? Судейская карьера, тоже могу сказать, что это было тоже с детства. Я как вчера помню, что мы были в Красноярске на соревнованиях, и как всегда вот борцы начинают вес гонять, весогонки. Я смотрела на судей и думаю, что они кушают, пьют, что хотят. Я думала, что это очень даже круто. И все равно что отдельно благодарность моему тренеру, что он позволил полюбить этот спорт. И с детства я тоже думала, что буду заниматься судейством, чтобы не оборвать вот этот нить, связанный с борьбой. Угу. А Ксения как стала? Ну, всегда, когда ездила на соревнования, наблюдала за соревнованиями масштабными, за борцами великими, мне прям нравилось, за судейской работой, за грацией, жестким характером. Сначала на табло работала года 2, потом решила стать судьей, пошла на судейский семинар и поняла, что мое. Ваша, да? Но вообще очень красиво, конечно, наблюдать за женщинами, да, совершенно в таком не женском виде спорта, да, среди мужчин. Вот насколько сложно работать в мужском коллективе? Ведь это очень эмоциональный вид спорта. Мы вот увидим сейчас кадры, да, порой там такие эмоции, такие схватки, и здесь, значит, вы такая хрупкая, подходите и говорите, нет, не засчитываю. Вот как воспитать в себе такой характер? Так, это уже приходит с опытом. В нашей республике я была первая начинающая судья, женщина, и всегда, бывали сложности, что вот зрители, наши болельщики дорогие, они сначала не могут воспринять женщину как в качестве судьи, арбитра, да, на ковре увидеть, но все равно в этом вот нужно закалить свой характер, да, и любить это дело. И получится. Ксения, а вы легко работаете? Или все-таки есть такой некий барьер, когда
действительно мужчины подавляют все-таки женщину эмоциями, возможно, каким-то там нелестным словом. Пока я такого не заметила. Мне наоборот легче работать с мужчинами. Они меня считают как свою дочь, как младшую сестру, помогают мне, подсказывают, если что. Вот посмотрите, мы сейчас видим кадры, большинство мужчин в разы больше, чем вы. И вы такие хрупкие, маленькие, да? А вообще, какими качествами должен обладать судья? Я считаю, что качество судьи, то, что он максимально должен быть объективным, честным, справедливым, то, что у нас учат. Мы проходим семинары, и все это тоже новое узнаем, и так далее. И, скорее всего, нужно иметь дух. Чтобы выйти на ковер, да, вот вы же говорите, то, что там большие мужчины и так далее, и любить. Еще раз. Любить свое дело, любить свое дело. Ксения, а у вас есть какие-то такие, может быть, ритуалы, которые вы выполняете перед тем, как выходить на ковер? Может быть, какой-то талисман с собой носите? Ну, всяко бывает, там такие схватки происходят. Ну, талисманов нету, все зависит от меня. Я стою перед ковром, смотрю, думаю, готовлюсь, вот морально готовлюсь, и мне помогает это всегда. А как справляетесь с эмоциями? Ведь спортивный судья, он же должен быть очень объективным и сдержанным. Иногда же, наверное, на ковре встречаются там ваши друзья, возможно, еще что-то. А нужно быть очень таким сдержанным в этом моменте. Резко не начинаешь кричать: «Алеша, давай!» там, или «Петя, давай, я с тобой!» Но когда выходишь на ковер, как судья, он делает свою работу. Вот, борцы делают свою работу, и каждый понимает то, что здесь уже как бы выходит один победитель. И это независимо от друга моего, да, или этого. Ну, конечно, бывают сложности, это интересы. Но когда, например, когда на чемпионате России, да, выходит якутский борец, я не выхожу, например. Ну, так и не ставят. То есть есть свои правила, да? Да. Чтобы не засудили, да? Ну да, интересно. Хорошо. Ксения, как удалось сохранить такую фигуру? А мы ведь знаем, что большинство вольников это вот такие достаточно крупные спортсмены, да, потому что иначе там никак. А вы такие у нас все хрупкие. Это как-то после вы уже, когда в судейство ушли, стали следить за своей фигурой? Или вы изначально были такой стройной спортсменкой? Это генетика. Генетика. А у Ксении? Тоже генетика. Тоже генетика. Я и сейчас борьбой занимаюсь. А вы действующий спортсмен? Я действующая спортсменка все еще, да. То есть вы еще покоряете вершины Олимпа, да? Здорово. Ну, и еще такой момент. Ну и, конечно, многие обсуждают вас. Ну, конечно, вы у нас звезды, да? После особенно таких крупных мероприятий спортивных, да, очень много видео выкладывают, это все пересылается по различным соцсетям, да, очень много комментариев. Как относитесь вообще к хейту? Так, хейт бывает разный, и каждый хейт это, когда вот начинаешь судить, да, и бывают моменты, кому-то не нравится, да, у каждого свое мнение, и считается то, что кожа, как всегда говорю, Ксюша учу, кожа толстеет от этого, и не обращают внимания, честно. А если по поводу там внешности что-то пишут? Нет, о вкусах тоже не спорят. Тоже о вкусах не спорят. Хорошо. А если, допустим, случится такой момент, да, что к вам, допустим, вот на улице подойдут и скажут там: «Я знаю вас, я восхищаюсь вами». Как к этому относитесь? Это очень круто, я на самом деле очень радуюсь, что многие узнают, многие хотят сфоткаться, ну, сфотографироваться, да, и это, ну, приветствуется. Приветствуется. Да. Ксюша, у вас как? Я еще пока не популярна, молодой судья, но иногда узнаю. Я начинаю. Виктория мой наставник. Вот, ну, иногда узнают, прихожу на пары, говорят: «Ксения, я вас видела, вы судья?» Я говорю: «Да, я судья». С гордостью, говорите, если, но это действительно очень так уникально и необычно. Не всегда встретишь судью, да, спортивных мероприятий именно в виде красивой девушки, да. А следующее, дальше, какие этапы развития по вашей карьерной лестнице? Этапы развития, вот, в судействе есть у нас у всех категории, да, я сейчас всероссийской категории, есть еще дальше международной и олимпийской категории, да, чтобы получить международную категорию, тоже нужно проходить семинары, сдавать экзамены, ну, все в этом духе. Как у всех, да? То есть есть карьерная лестница, есть к чему стремиться, потом в международники уйдете, потом ну и да, на Олимпиаде. Высшая — это Олимпиада.
Хорошо, мы уверены, что, наверное, вы точно так, если четко, уверенно говорите, добьетесь этой цели. Это, наверное, мечта каждого, да? Это... Да. Так и как у спортсменов, так и у судей есть такая мечта. Ну вот, профессионально. Но сегодня вы преподаете, да, работаете с детишками, Да, да? тренером. Тренером работаете. Насколько популярен этот вид спорта у подрастающего поколения? Ну, на самом деле, вот, как говорится, то, что в нашей республике это спорт номер один, да, очень хорошо то, что дети занимаются вольной борьбой, да, я всех призываю заняться спортом, да, и физической культурой, да, и как бы вольная борьба, я работаю в дюш номер 3 имени Валерия Петровича Керемясова, и для детей это очень хорошее занятие, да, имею в виду то, что это физические качества развиваются, и гибкость, ловкость, и всем советую. То есть попробовать один раз себя в Конечно. качестве Тем более вольника для надо, да? мальчишек, да. Мальчишек надо. Тем А более. девчонок-то много ходит? Девчонок мало, на самом деле мало, и это очень даже немножко печально, да. Поэтому, девочки, идем Да, все в вольную борьбу. да. С такими замечательными тренерами мы точно можем достигнуть вершин. Спасибо большое вам, что посетили наш утренний спасибо вам, эфир. что пригласили. Дай бог, чтобы мы почаще видели вас на различных соревнованиях, и как республиканского, так и федерального масштаба, ну и на международных тоже будем рады видеть вас. Всего вам доброго. Спасибо. Вот таким было утро вторника. Дорогие телезрители, увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч. Всем прекрасного, доброго утра и отличного настроения.